Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. 9-й Абхазо-Российский форум прошел в Сухуме. Организаторы форума – Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке администрации президента России. Делегацию из России на форуме возглавил замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На форум прибыли руководители Министерства экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представители бизнеса из Армении и Сингапура. На торжественном открытии форума присутствовали и наши журналисты. Подробности у Ренаты Шакая. 9-й Абхазо-Российский деловой форум открылся пленарным заседанием. Приветственный адрес от президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал заместитель руководителя администрации президента Абхазии Адгур Лужба. В обращении отмечалось, что ежегодно проводимый Абхазо-Российский деловой форум играет важную роль в процессе развития экономических взаимоотношений между Абхазией и Россией и способствует укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между странами. Усилиями руководства Абхазии и России совместный форум с каждым годом развивается, становится более востребованным, весомым и, самое главное, он все больше нацелен на достижение практических результатов. Сегодня для обсуждения насущных вопросов на темы внешнеэкономического сотрудничества, дальнейшего развития туристической сферы, банковского сектора, информационных технологий, а также связанных с ними иных направлений в экономике, собрались представители власти, предпринимательского сообщества и научной среды. Уверен, что в ходе конструктивного и содержательного диалога вы сможете обменяться мнениями и опытом, обозначить существующие проблемы, а также заложить в рамках форума прочный базис для реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих современным требованиям. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин зачитал участникам форума приветственное слово президента России Владимира Путина. Форум представляет собой отличную площадку для обсуждения наиболее актуальных направлений сотрудничества Абхазии и России, подчеркивалось в приветствии. Выражаю уверенность, что данное мероприятие окажет благотворное влияние на динамику развития российско-абхазских отношений и будет способствовать реализации большого потенциала нашего двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что предложения и рекомендации, которые будут выработаны в ходе работы сегодняшнего форума, станут хорошей платформой и действенным инструментом укрепления двусторонних связей, а также наполнения новыми проектами, обуславливающими перспективные точки роста торгово-экономических отношений наших стран. На открытии 9-го Абхазо-Российского делового форума заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия развивается по многим направлениям. При этом он подчеркнул, что за 10 лет Россия и Абхазия заключили более 100 самых разных соглашений. Отдельно хотелось бы отметить субсидирование поставок электроэнергии весной 2016-2017 годов. На ликвидацию энергодефицита в республике российской стороной было направлено дополнительно 770 миллионов рублей. Один из способов поддержки экономики, а без экономики невозможно думать о будущем, это предоставление льготных кредитов на реализацию проектов реального сектора экономики. И программу льготного кредитования среднего и крупного бизнеса осуществляют российские банки, такие как Нишэкономбанк, Россельхозбанк, ВТБ, совместно с инвестиционным агентством. За последние 3 года поддержку получили 8 проектов общей стоимостью почти 1 миллиард рублей. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Арзамба выступил с докладом. За годы работы этот форум зарекомендовал себя как площадка, в рамках которой происходит конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам абхазо-российского экономического сотрудничества. Подписываются инвестиционные договоры, выстраиваются эффективные горизонтальные связи. Традиционно, наряду с государственными деятелями и предпринимателями, в работе форума принимают участие представители экспертного сообщества наших стран, а также общественные организации, что делает нашу работу более насыщенной и прикладной, отметил министр экономики Абхазии Адгур Арзамба. Вот уже четверть века Абхазия является суверенным и независимым государством, из которых последние 10 лет мы являемся признанными Российской Федерацией и рядом других стран. Уважаемые коллеги, 10 лет – это достаточно большой срок, опираясь на который мы можем подвести некоторые промежуточные итоги. За этот период объем валового внутреннего продукта Республики Абхазия увеличился практически вдвое,
с 15,6 миллиардов в 2009 году до 30,7 в 2017. Внешнеторговый оборот Абхазии увеличился в 3 раза, с 7,1 до 21,4 миллиардов. При этом экспорт вырос в 6 раз, с 880 миллионов до 5,4 миллиардов, а импорт в 3 раза, с 6,2 до 18 миллиардов соответственно. Доходы государственного бюджета Абхазии выросли в 5,6 раз, с 1,7 в 2008 году до 9,5 в текущем. Ключевыми темами форума были вопросы углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма, торгово-экономических и межрегиональных связей, банковского сектора и информационных технологий. Организаторами мероприятия выступили Минэкономики Абхазии и Минэкономразвития России при поддержке фонда «Росконгресс». Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Лучших предпринимателей Абхазии назвали на 9-м Абхазо-Российском деловом форуме. Конкурс проводится уже 2-й год. Подробности расскажет Алик Атрапш. В этом году лучшим производителем-экспортером промышленной продукции стала компания «Хамса», изготавливающая рыбий жир и муку. В номинации «Лучшее предприятие в сфере оптовой розничной торговли» победила компания «Премиум». Победителем среди предприятий в сфере сельскохозяйственной отрасли стал тепличный комбинат «Кындах Агро», а ресторан «Эрцаух» стал лучшим предприятием общественного питания. Я благодарен, большое спасибо организаторам, всем, которые это организовали и заметили нас и оценили наш патриотизм и отличную работу. Будем стараться для поднятия экономики Абхазии. Пятизвездочный отель в Гагре «Wellness Park Отель» признан лучшим объектом размещения курортно-туристического сектора. Номинация «Прорыв года» досталась единственной компании в Абхазии, которая занимается добычей щебня – Объединенный перерабатывающий комплекс. А в номинации, которую в этом году выдвинула ТПП «Социальная ответственность и благотворительная деятельность крупного бизнеса», победу одержал завод «Вина и воды Абхазии». В номинации «Лучший абхазо-российский бизнес» победила компания «Амобайл». Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия. Нам очень приятно, что именно наша компания была отмечена в данной номинации. Подобного рода номинации в различных сферах очень позитивно влияет на конкурентную среду и влияет на то, чтобы наши компании становились лучше и работали над качеством сервиса. Конкурс был организован Министерством экономики Абхазии совместно с Торгово-промышленной палатой республики и проходит уже во 2-й год. Он был учрежден первым президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадием Гагулием. Его основная цель – развитие и поддержка предпринимательства в республике. Мы считаем, что проведение данного конкурса оно способствует не только созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, но и, конечно же, развитию экономики республики в целом. Мне бы хотелось отметить и тех участников, которые, согласно отбору оргкомитета, не попали в финал конкурса, потому что это достойные представители абхазского бизнеса, которые вносят особый вклад в развитие нашей экономики, которые создавались в разные годы, в разные экономические условия, с поддержкой и без поддержки государства, и которые на сегодняшний день очень достойно представляют отечественного производителя. И мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы представлять их интересы и не только внутри республики, но и за пределами. Подготовка к нему велась на протяжении месяца. Всем конкурсантам были отправлены специальные анкеты, которые Торгово-промышленная палата Абхазии разработала совместно с Министерством экономики республики. По сравнению с прошлым годом список участников заметно увеличился. На участие в конкурсе было подано 60 заявок, из которых организаторы отобрали 23. В конкурсе было представлено 8 номинаций, на победу в каждой из которых претендовали 3-4 предприятия. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба рассказал об основных критериях, по которым были отобраны конкурсанты. В первую очередь, конечно, мы смотрели на экономические показатели, на количество рабочих мест, которые они создают. Потом мы смотрим на динамику, есть ли рост, есть ли какие-то внедрения новых технологий. Конечно, количество и объем налоговых платежей, налоговая дисциплина, прозрачность ведения бухгалтерского учета – все это для нас очень важно. То есть, когда мы отмечаем того или иного предпринимателя, это некий такой показатель, да, на что надо равняться всем остальным предпринимателям. Конечно, может быть
Есть и другие предприниматели, которые могли бы удостоиться этих наград, не уступающие по всем этим показателям, но это не одним днем, не в один год все будет проводиться, и в будущем. Вы знаете, в прошлом году некоторые номинанты получили, в этом году уже немножко другие. Я думаю, что из года в год каждый найдет свою награду. Развитие экономики страны во многом зависит от успеха и стабильности частных предпринимателей. Подобные конкурсы позволяют детально увидеть предпринимательскую сферу страны, более глубоко изучить существующие проблемы и обозначить направления, по которым стоит двигаться дальше. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Александр Чернов, Абхазское телевидение. В рамках форума были проведены 4 круглых стола. Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России, проблемы и перспективы. Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма, пути улучшения качества туристского продукта. Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двустороннего взаимодействия. Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Экономическое сотрудничество Абхазии и России, проблемы и перспективы. Тема первого круглого стола. Участники обсуждали правовые и организационные аспекты внешнеэкономической деятельности, ключевые барьеры, ограничивающие экспортный потенциал Абхазии, перспективные направления расширения взаимного товарооборота двух стран. Было принято ряд рекомендаций, которые в частности звучали на площадке этого форума и в рамках. Они принимаются к сведению, по ним зачастую проводятся дополнительные мероприятия с целью улучшения тех или иных индикаторов. Поэтому рассчитываем, что все эти предложения, все эти мысли, которые здесь прозвучат, лягут в основу развития дальнейших планов по улучшению внешней экономической деятельности между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. По словам торгового представителя России в Абхазии Владимира Некрасова, на базе Абхазо-Российского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и регионами Российской Федерации подписано множество двусторонних соглашений. Некоторые из них уже успешно реализуются. Также Владимир Некрасов озвучил несколько предложений в области изменения таможенных пошлин. В Абхазии, как вы знаете, отсутствует пошлина, но есть сбор с таможенных направлений в размере 1%. Есть, как вы знаете, правила Всемирной таможенной организации, и расходы на таможенное оформление должны быть сравнимы с издержками сотрудников на оформление документов. Это не может быть фиксированная ставка. И нам, думается, тоже, может быть, здесь есть подумать над тем, чтобы привести в соответствие с международными стандартами подходы в взимании сбора за таможенное оформление. В рамках круглого стола сотрудничество в сфере туризма, пути улучшения качества туристского продукта, который провели председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия и начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Ясмира Яблочкина, обсуждались вопросы текущего состояния и перспективные возможности для развития туризма в Абхазии, а также вопросы развития сотрудничества в области культуры и туризма, в том числе и социального. По итогам курортного сезона 2018 года Абхазия стала самым посещаемым государством для россиян. Это согласно статистике. Однако анализ состояния туриндустрии в Абхазии позволяет выявить сегодня очень много вещей, которые надо нам исправлять. Туристическая организация находится в жесткой конкуренции за клиента. Особенно остро стоят проблемы высокого уровня конкуренции с близлежащими странами. Это Турция, Болгария, Грузия. Начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Ясмира Яблочкина отметила, основной акцент для развития туризма Абхазии нужно делать на национальный колорит. Думаю, что вопросы туризма актуальны для обеих наших стран, и для России, и для Абхазии, потому что потенциал, который у нас существует в сфере туризма, он огромен. Я думаю, что ни для кого не секрет, что туризм – это один из драйверов развития экономики, улучшения благосостояния населения страны. Надеюсь, мы поделимся неким опытом, тем багажом, который у нас существует, и
Очень хочется надеяться, что это выльется во что-то практическое. Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двустороннего взаимодействия. Тема круглого стола под руководством председателя правления коммерческого банка Сухумбанк Таура Агарба и генерального директора Института Евраз-С Владимира Лепехина. В центре внимания вопросы текущего состояния денежно-кредитной политики, методы повышения капитализации банковской системы, развитие интернет-аквайринга и онлайн-банкинга и множество других актуальных в банковской сфере тем. Что касается онлайн-банкинга, на сегодняшний день это один из необходимых проектов для сотрудничества с Россией. Подробнее о текущем состоянии банков и национальной платежной системы участникам форума рассказал Леон Пилия. На сегодняшний день 8 из 9 коммерческих банков Республики Абхазия являются участниками национальной платежной системы. В ближайшее время по готовности мы ожидаем 9-го игрока, это банк ЦМР Абхазии. Значит, за последние годы система переживает период инфраструктурного развития, роста, о чем говорит положительная динамика основных показателей системы. Огромное количество граждан России, свыше миллиона, ежегодно посещают Республику Абхазию, в первую очередь в целях туризма и отдыха. И мы заинтересованы в том, чтобы дать возможность российским туристам на территории Абхазии использовать свои национальные платежные карты во всей нашей платежной инфраструктуре. По словам российских экспертов, для эффективного развития экономики Абхазии и привлечения иностранных инвестиций необходимы полноценная банковская система, доступ к информации, правовая защищенность, безопасность и возможность получить прибыль от вложений в республику. Вопросы современных технологий в экономической и социальной сферах, перспективы развития технологии блокчейн, инновационные формы привлечения инвестиций обсуждались за круглым столом на тему сотрудничества в области информационных технологий и инновационного развития. Мы считаем, что и для нашей страны эти все вопросы являются актуальными, и мы постараемся с экспертами, специалистами найти те решения, те проекты, которые перспективны для реализации у нас, исходя из наших текущих социально-экономических и финансовых возможностей. На круглом столе широкое обсуждение получила и тема применения в Абхазии технологии блокчейн. Данная технология дает возможность некоммерческой организации НЭМ совместно с культурно-благотворительным фондом Ашана собирать средства со всего мира на лечение тяжело больных детей подопечных фонда. Подобный проект стал возможен после подписания между двумя организациями соглашения. В плане информационной безопасности и технологии блокчейн Республике Абхазия эта тема интересна. Данный проект при некоммерческой организации НЭМ и благотворительным фондом Ашана создается площадка, которая позволяет собирать средства в криптовалюте для больных детей в Абхазии. Данный проект сейчас находится на стадии MVP, но даже сейчас можно, отсканировав QR-код, попасть на сайт, который сделан, и пожертвовать средства больным детям. 9-й российско-абхазский деловой форум продолжает свою работу. Сария Смыр, Артур Калантия, Томас Чиговани, Абхазское телевидение. Также на площадке делового форума инвестиционным агентством республики была организована выставка предприятий и организаций Абхазии. Свою продукцию на выставке представил недавно открывшийся винный завод «Абхазвино». Также на выставке мобильное приложение, которое позволит клиенту сотрудничать с банком в онлайн-режиме, презентовал Амробанк. Сбербанк Абхазии специально подготовил банкноты и монеты, в том числе юбилейную банкноту. Также был представлен стенд организации НЭМ, которая представляет блокчейн-платформу. Кроме того, на выставке был представлен стенд с продукцией Сухумского молочного завода, а также особая экономическая зона Амра, которая была открыта в Галском районе. Выставка была организована силами Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики. На ней представлены как предприятия, применяющие новые современные технологии. Также это Амробанк, это первый абхазский банк, который создал мобильное приложение, и другие предприятия. Также представлены новые предприятия на абхазском рынке. Это винзавод, который, кстати, на прошедшей агропромышленной выставке получил 2 золотые медали.
и новый банк с участием российского капитала. Всего представлено 9 предприятий. В этом году выставка прошла немного в ином формате, чем в прошлом году. Мы решили провести ее на улице перед главным входом. И выставка вызвала большой интерес и скрасила ожидания участниками форума основных мероприятий. Абхазия готова побороться за звание самой устричной столицы мира. Уникальных черноморских моллюсков планируют выращивать в нашей стране. В рамках форума «Золотая осень» такой проект представил Гурам Делба вместе с коллегами из Крыма. Договоренности еще не достигнуты, документы не подписаны, а устрицы уже прибыли в российскую столицу прямиком на один из столов абхазского стенда. Каким вином забивали крымских устриц, каковы они на вкус и чем закончился императорский обед, расскажет Низ Фаршба. Эти деликатесные питательные моллюски прибыли в Москву в павильон Абхазии из Крымского полуострова. Черноморские устрицы всегда славились своим вкусом и считались лучше своих средиземноморских сородичей. Пока черноморские устрицы выращиваются в Севастополе, но Гурам Делба уверен, у нашей страны есть все шансы не просто наладить такое производство, но и стать лучшими в этой сфере. Были изучены лучшие практики мировые. Данный проект уникален, потому что полностью замкнутый цикл безотходное производство, во-первых. Во-вторых, используются новейшие технологии. И все это собрано в одном месте, такого нигде в мире не было собрано. Да. Бюджет проекта 3,5 миллиарда рублей. Окупаемость, это с учетом строительства 2 года, окупаемость 7 лет. Это достаточно быстрая окупаемость, достаточно высокоэффективное производство и рентабельное. Пока у авторов проекта есть положительный опыт коллег, желание заняться таким бизнесом и поддержка финансовая. Необходимо получить добро правительств 2 стран – России и Абхазии. Был проведен в течение года анализ рынков всего России в течение 15 лет ввозимой продукции. На сегодняшний день вся продукция, которая сейчас, дай бог, будет выпускаться, она будет выпускаться, проект будет однозначно реализован. Завозится от 80 до 90% из-за рубежа в Россию. Представьте, какой колоссальный рынок мы можем охватить. Уже сейчас есть серьезные договоренности с российскими рестораторами. Одним словом, рынок сбыта есть. Большие объемы не пугают. Говорят, готовы к большой работе. Если говорить о плюсах, то тут речь идет ни много ни мало о таком серьезном вливании в экономику Абхазии. Проект представляет собой уникальный сплав нескольких производств. Это производство выращивания устриц, мидий, креветок и некоторых других вспомогательных позиций. В частности, например, очень серьезное предложение по организации производства кормов и ингредиентов для кормов. То есть получается своего рода замкнутый цикл производства, который может характеризоваться очень высокой степенью рентабельности, прибыльности. Данный проект, по мнению специалистов, представляет собой уникальный сплав нескольких производств. Более широко он будет представлен на Абхазо-Российском деловом форуме, который проходит в эти дни в Сухуми. Я думаю, если мы реализуем это в форме государственно-частного партнерства, уверен, что нам не будет стыдно за этот проект, и он принесет достаточно серьезную капитализацию для нашей отрасли. Это экспортная выручка, это гарантированный спрос со стороны внешних рынков. И я убежден, что мы должны двигаться именно по пути создания вот таких амбициозных проектов, которые способны уже сегодня повлиять на состояние дел в нашей агропромышленной отрасли. Авторы проекта уверены в успехе. За плечами более 3 лет упорного труда, поиска наиболее успешной модели выращивания самых вкусных черноморских моллюсков. Да и гости по достоинству оценили изысканное блюдо, запивая деликатес благородным ансамблем абхазских вин. Низ Фаршба, Саида Гухава, специально для абхазского телевидения. Москва. В поселке Агудзера Гулрипского района возобновил свою работу реабилитационный центр для нарко-алкозависимых. Центр был восстановлен благодаря помощи благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни «Здоровая нация» под эгидой Национального антинаркотического союза России.
Ассоциация «Национальный антинаркотический союз» – российская общественная организация, созданная с целью противодействия распространению наркомании и наркопреступности в России. Национальный антинаркотический союз тесно взаимодействует как с государством, так и с различными общественными организациями. Я очень рада вас здесь всех приветствовать. Рада, потому что это большое достаточно дело, серьезное дело. Мы открываем центр. Вы многие знаете, что центр был, но были определенные обстоятельства, он был закрыт. Мы сейчас пересмотрели работу, перелопатили психологические особенности, и в том числе взаимодействие с местным населением. Решили, что реабилитация будет, и она должна быть в таком прекрасном месте, в таком прекрасном, замечательном, райском просто уголке, как Абхазия. По словам председателя фонда «Здоровая нация» Давида Чанаглы, деятельность местной организации была начата еще 7 лет назад. За это время десятки зависимых от наркотиков и алкоголя людей были отправлены в различные реабилитационные центры России. Теперь же, благодаря Национальному антинаркотическому союзу России, получить психосоциальную помощь можно и у нас в Абхазии. Психосоциальная программа реабилитационной помощи, значит, они здесь живут. Значит, на сколько человек рассчитано? Здесь центр рассчитан у нас максимум до 20 человек. Значит, комфортабельные условия, комнаты с кондиционерами. Это единственный реабилитационный центр открытого типа. То есть все центры закрытые, никуда их не выпускают, они не ходят. Здесь мы можем с волонтерами, с консультантами, наши ребята ходят на море, ходят в город. Мы готовы помочь всем, пусть обращаются, пусть звонят, пусть приходят. Мы отправляем в реабилитационные центра различные наших ребят. То есть уже сегодня проходят несколько человек реабилитацию, и наши ребята уже проходят обучение в школе консультантов в Москве. То есть они приедут сюда и будут здесь работать. Затем прошел круглый стол с участием замминистра здравоохранения Республики Алхаса Канджария, советника посланника Российской Федерации в Республике Абхазия Юрия Ясносакирского, депутата парламента Абхазии Алхаса Джинджоля, главврача наркологического диспансера Ирмы Ануа, представителей МВД, психологов. Мы весь послевоенный период, честно говоря, оставались как-то в стороне от всех мировых тенденций в борьбе с наркотиками. Все как-то самим приходилось справляться, и, соответственно, много потерь, много ошибок. Даже к открытию центра 12 шагов, даже до сих пор, хочу сказать, есть некоторые опасения среди некоторых наших граждан, так скажем. Но всегда те вещи, с которыми сталкиваешься в первый раз, вызывают некоторую опаску, интерес, любопытство. Я думаю, центр, если Бог даст, будет стабильно работать, это как-то позволит нам расширить сотрудничество. По мнению главврача наркологического диспансера Ирмы Ануа, открытие реабилитационного центра в Абхазии – это один из важнейших шагов на пути к решению проблемы алкоголизма и наркомании в республике. И если в Абхазии будет российский реабилитационный центр, где реабилитацию проходят, в основном все это граждане Российской Федерации, какая же польза нам? А польза такая, что когда врач мотивирует пациента на реабилитацию, и есть наглядно показать ему, вот что это такое, чтобы он это увидел своими глазами. Или же те же родственники пришли, посмотрели, как это происходит. Уже у людей возникает доверие, они больше решаются в дальнейшем на реабилитацию. В центре есть все необходимые условия, которые позволят пройти реабилитацию, то есть получить необходимую психологическую помощь и простую человеческую поддержку для того, чтобы навсегда избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни. В селе Кацикыт Владимировка Гулрыбского района после реконструкции был освящен храм Покрова Пресвятой Богородицы. Восстановление велось по благословению исполняющего обязанности управляющего Абхазской православной церкви иерея Виссариона Аплия. На первую службу в храм собрались священнослужители Абхазской православной церкви, прихожане из окрестных сел, паломники из России, представители сельской администрации, школьники. За восстановление храма Покрова Божьей Матери в селе Кацикыт Гулерибского района, разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии, несколько лет назад в одиночку взялся монах-отец Ираклий. Ремонтные работы монах вел без какой-либо финансовой поддержки. Но, как говорит он сам, с Божьей помощью. Было расчищено помещение церкви, и на территории храма вырыт колодец. В беседе с нами монах признался, что работа по восстановлению храма далась нелегко. Приехал и как-то попал в дранду.
к отцу Андрею. Там я трудился тоже года 4 с лишним. Ну, восстанавливали там все это. Ездили туда, знаете, наверное, там это все. После, когда там уже почти не было что делать, мы хотели восстановить храм в Эстонке IV века, святого Пантелеймона. Там и источник есть святого Пантелеймона. Вот. Но нам из Министерства культуры не разрешили, потому что он не восстанавливающийся уже. Вот. Тогда отец Андрей посоветовал прийти сюда во Владимирку, говорит, тут есть храм, ну, крепкий, его можно восстановить. Вот. И мы приехали с Димой Дорож. Его, к сожалению, нет сейчас. Вот. Посмотрели, стены крепкие. Тогда мы обратились в Министерство культуры, приехала комиссия, проверила все, что действительно храм можно восстановить, и дала добро. После этого уже отец Виссарион дал нам благословение. Это благословение мы отнесли в Министерство культуры, оставили там и начали постепенно уже восстанавливать. Ну, там тяжести, конечно, разные были. Тут можно сказать, 3,5 года мы вот, как говорится, тут трудился, восстанавливал все это. Мое дело сейчас уйти в монастырь, принять схиму и молиться. С сухумскими прихожанами была собрана сумма для приобретения паникадила. Необычность этого паникадила в том, что его привезли из Ирана. А сам иконостас был воссоздан по старым фотографиям московской художницей Василисой Фаворовой и подарен храму. Сейчас Василиса работает над иконами, которые также будут переданы в дар храму. Я художник по образованию, по первому, и мне удалось написать иконы, но только начало, пока положено, еще работы много. Написаны Архангел Михаил, Гавриил Архангел, Богородица, Спаситель. Вот, так что будем продолжать обязательно, Бог даст. Матронушка будет, покров вот в честь храма, да, и праздники, 6 праздников и царские врата. Один из главных благотворителей отметил, что восстановление храма – попытка возродить чистоту и духовность людей. И те, кто откликнулся на просьбы, изменились сами, обрели в жизни веру, надежду и опору. У меня здесь деревня, как бы я здесь приезжал сюда на лето всегда. И всегда была мечта, в принципе, восстановить эту церковь. И вот как бы появились возможности и начали делать. Изначально начали проект делать. Когда проект сделали, потом уже начали восстанавливать и уже начали помогать и соседи, и люди начали помогать нам. Освящение храма – это важнейший обряд, без которого в нем нельзя проводить богослужение. Любой построенный или восстановленный храм всегда освящается, чтобы в нем совершали богослужение. Освящение храма Покрова Божьей Матери произвел глава Абхазской епархии иерей Виссарион Аплия. Освящение состоялось в установлении в алтаре престола, помазании его святым миром и обличении, в освящении алтарей храма с помазанием стен святым миром. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие, да будет воля Твоя, и на небесе, и на земле. Хлеб наш насущный наш нам здесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И на не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Вокруг храма был совершен крестный ход со святыми мощами, затем отслужена и литургия. Язык колокола был закован в специальные кандалы. Когда появился звонарь, началось восстановление звона. И сейчас он звонит почти всегда. И это самый благозвучный, благовестный колокольный перезвон в селе. Рената Шакай, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В воскресенье 14 октября в селе Лыхны Гудаутского района состоится народный праздник Лыхнашта. Уже по сложившейся традиции в нем примут участие все села Гудаутского района, а также город Новый Афон. Будут построены ярмарочные палатки, в которых будут выставлены раритетные предметы быта, земледелия, охоты абхазов и, конечно же, дары щедрой абхазской осени. Также для всех гостей запланирована праздничная программа с участием местных танцевальных коллективов и исполнителей народной и современной музыки. Начало праздника в 12 часов.
15 октября в 18 часов в Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится благотворительный концерт классической музыки под названием «Сила музыки». На сцене Абхазской госфилармонии впервые выступит композитор и пианист Алексей Хевелев, обладатель золотой медали на фестивале имени Прокофьева в Великобритании, стипендиат Ростроповича, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов. Уникально то, что совместно с композитором на сцене филармонии исполнят произведения абхазских и зарубежных композиторов Государственная хоровая капелла Абхазии под управлением народной артистки Норы Аджинджал. Также на сцене госфилармонии выступит исполнительница абхазских романсов Мадина Кварасхелия. Все вырученные средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены на оплату лечения тяжело больной подопечной фонда Ашана Тамары Тарба. Бывал в Абхазии ранее, и, собственно, эта идея пришла ко мне летом. Состоялся разговор с представителями фонда Ашана. И я считаю, что такая благотворительная акция, она, собственно, имеет очень большой эффект, поскольку это реальная помощь детям. Дети – это наше все. Это то, ради чего мы живем, и то, что является нашим будущим. И, конечно, очень хочется им помочь, особенно детям, которые имеют очень большие проблемы со здоровьем. В этом случае, конечно, отозвался и согласился дать такой концерт с замечательными музыкантами, представляющими капеллы абхазской, с Мадиной. Я думаю, что концерт будет, безусловно, очень интересный. И очень надеюсь, что получится договориться с руководством страны о том, чтобы такого рода концерты проводились хотя бы раз в год регулярно, чтобы все-таки детки получали какую-то посильную помощь. Доброта спасет мир. Наверное, может быть, нелегко быть добрым, но нам всем надо стараться. И тут мы привязываем музыку, что музыка – это самый близкий путь к сердцу людей. Да? Я думаю, что все должны объединиться и помогать деткам, стараться делать добро. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, на выходных в Абхазии ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.